Сегодня в России и во всем мире свой профессиональный праздник отмечают работники школьного образования. В этот день слова признательности адресуются людям, выбравшим профессию педагога. Ведь именно от их труда зависит будущее Сосногорского района, Республики Коми и всей страны. Дорогие учителя и ветераны педагогического труда, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. По замечательной традиции мы в начале октября со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим профессию педагога. В этом году праздник совпал с непростым периодом новой коронавирусной инфекции. Праздничные мероприятия отменены, поэтому сегодня вместо традиционного праздничного поздравления со сцены я обращаюсь к вам в видеоформате. Но очень хотелось поздравить вас лично и выразить вам свое безмерное уважение. Именно от вашего труда зависит то, каким будет будущее нашего района, республики и всей страны. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Дорогие учителя, пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего Сосногорского района. В такой хороший, ясный день нам хочется поздравить российских всех учителей и подвиг ваш прославить. За то, что много лет подряд всегда вы вместе с нами. Ребята в школе говорят, и тут вон наши мамы. За долгий, добрый, честный труд вам памятник не ставят. Пусть ваши все ученики своим трудом вас славят. Ваш подвиг виден всей стране, от севера до юга. Тот протарил тоннель в горе, другой спасает друга. А третий у доски стоит, четвертый в поле пашет. И каждый бывший ученик спасибо громко скажет. Спасибо много-много раз за то, что учите вы нас. Я родилась в Няшпогосском районе, в деревне Нижняя Отла, что на берегу реки Вым. Деревня стоит на высокой такой горе. Ну, семья наша была большая, дружная. У меня, значит, было старших 3 брата довоенных. После военных нас тоже 3. Брат, я и младшая моя сестра. Из всех 4 братьев только мой отец вернулся с войны живым. Жили мы дружно. Отец и мать всегда нас учили, можно сказать, уму-разуму. Отец был грамотный. Нами много занимались наши родители. Учили добру. Отец был очень справедливым. Так, потом, значит, я училась, у нас в деревне была только начальная школа. Окончила начальную школу и потом училась уже в Шошицкой 8-летней школе. Это 5 километров от нас. Жили мы там в интернате, в разных частных домах. У меня 2 сыновей. У старшего 3 детей, дочка и 2 мальчика. У младшего 1 ребенок, мальчик тоже. То есть у меня всего внучка и 3 внука. Дети у меня хорошие, помогают мне. И вообще вот наша семья, вот начиная, если еще с детства, мы всегда вместе встречались. Когда были родители, нас
собиралось в родительском доме где-то около 20 человек. То есть летом особенно мы всегда приезжали, встречались с родителями. После окончания 8-летней школы я хотела поступить в педагогическое училище в город Сыктывкар, чтобы стать учителем начальных классов. Отправила с девчонками, с нашими, документы в Сыктывкар, а поступать не поехала. Потому что приехал брат двоюродные с Находки, и они хотели меня забрать себе, потому что у них детей не было. Потом родители, значит, подумали, я такая маленькая, и, конечно, не отдали. Ну, а поступать не поехала в педучилище, и девчонки мои документы привезли обратно. И поехала, значит, учиться в среднюю школу номер 1 поселка Железнодорожный, ныне город Емва. 9 классов тогда было у нас в параллели 5. Классы были большие, детей было много. Школа, средняя школа номер 1 в то время была очень хорошая, такая светлая. Учителя были хорошие. Ну и я, конечно, всегда старалась хорошо учиться. Окончила, значит, среднюю школу и решила поступить на физико-математический факультет Коми государственного пединститута. Туда мы поехали поступать со своей одноклассницей Подоровой Лидией, только она стала математиком, а я выбрала физику. Учились мы тогда, значит, 4 года, потому что получали всего одну специальность. Но у нас, конечно, 2 специальности было: физика и астрономия. После пединститута нас тогда направляли в разные районы. Значит, направление вначале получали отличники, это в города, Воркута, там Печора и так далее, и в северные районы. Мы с подружкой решили, значит, ну, мы не отличниками, отличницей я не была, но мы выбрали Ударский район, то есть северный район тоже. И проработала я там 3 года в сельской 8-летней школе. Отработала 3 года, приехала сюда. Здесь мест в городе не было. Встретила свою знакомую прежнюю по школе. И она посоветовала, что в 30-е ГПТУ нужен учитель физики. Я туда поехала, завуч меня сразу взял на работу, я поехала в отпуск. А в сентябре уже поступила на работу. 30-е ГПТУ. Сейчас это лицей. Потом я, значит, вышла замуж, уехала отсюда. Теперь, значит, потом мы обратно вернулись сюда. И работала в вечерней школе почти 8 лет. И больше 30 лет я уже работаю здесь, в средней школе номер 1. Вот когда работала в Ударском районе, значит, село было в 30 километрах от Кослана. Дороги тогда в Ударском районе хороших не было, автобусы не ходили. С подружкой, значит, Шапиной Диной мы поехали за лыжами в Сыктывкар, а потом она с мамой раньше уехала меня, а я приехала в Кослан позже. Автобусов нету, попала на выходной, в воскресенье, грузовые машины не ходят, ничего нету. Что делать? А завтра мне в школу, каникулы кончились. Мы тогда были, знаете, воспитаны так, добросовестное отношение к труду, честно выполнять свою, можно сказать, миссию. И что? Остановилась у своих дальних родственников, пошла в магазин, потом купила шоколадку, взяла свою сумку и одна пошла по лесной этой дороге. 31 километр. Шла целый день. Одна. Ну, молодые были, не боялись. Вечером пришла в село, все, на следующий день на работу. Как это я пропущу день работы, если я должна появиться на работе? Вот такой у меня случай был.
Вот я работаю больше 30 лет, коллектив у нас дружный, хороший. Мы всегда друг друга поздравляем здесь, отмечаем различные праздники. Учительский состав, понемножку меняется, но приходят и молодые. Так что я очень рада, что я попала вот в нашу первую школу. Дети у нас хорошие. Пусть не говорят, что дети сейчас вот какие-то такие, всякие есть. Но в основном дети хорошие. Один раз я была на улице Пионерской, и кто-то мне окликивает: «Диана Григорьевна, здравствуйте». А я говорю: «А ты кто?» А он говорит, вот называет фамилию, имя: «Я школу окончил 19 лет назад». То есть они меня помнят, они меня узнают, ребята здороваются. Вот такие случаи. Ребята, выпускники приходят на вечера встречи, мы встречаемся, общаемся. Занимаюсь летом на даче. Дети чем-то помогают, то стройматериалы привезут, то что-то, еще что-то сделают. И с внуками в основном там, летом езжу. На даче у меня в основном цветы. Приобретаю канадские розы, выращиваю их. И из семян вырастила, лесной пион Мария Моль. У меня их сейчас уже больше 50 кустов. Рассаживаю по разным уголкам на даче. Дарю, своим коллегам и соседям по даче. А город Сосногорск я знаю с малых лет, потому что у мамы младшая сестра, Завялова Галина Степановна, со своей семьей жила здесь. Дом их вот рядом тут. Приезжали с детства, жили у них, в гости приезжали. И поэтому город Сосногорск я знаю очень-очень давно. Поэтому и после Ударского района я решила приехать на работу сюда, в Сосногорск. И с тех пор я здесь живу. Город Сосногорск. Маленький город, тихий. Мне нравится. Я даже не хотела бы переезжать в Ухту. Мне нравится здесь. Я родилась в деревне Выльгард Усть-Ломского района на берегу реки Вычегда. Это старинная коми-деревня, и все мое детство прошло именно в моей родной деревне. Затем я поступила в Сыктывкарский педагогический колледж. По первому образованию я учитель начальных классов. Очень многое мне дали преподаватели этого учебного заведения. Благодаря их труду я научилась быть учителем, потому что там хорошая практика дается. Теория, может, не так основательно дается, но практика дается очень качественная. После окончания колледжа я поступила в университет на финно-угорский факультет, потому что изучение коми-языка для меня, наверное, всегда было одним из важных, потому что и в школе училась, я уже участвовала в республиканских олимпиадах по коми-языку. Мне это было интересно, очень интересно. И после колледжа я поступила на заочное обучение в университет, и потом уже сразу поехала работать в Ударский район учителем начальных классов. Я получила образование учителя русского языка, литературы, коми-языка, литературы. И работая в Ударском районе, я еще попробовала себя в административной должности, была заместителем директора школы. Все, что было новое, мне было очень интересно, все хотелось попробовать, во всем хотелось себя проявить, даже, может, не столько проявить, сколько испытать свои возможности, способности, силы. Проработала я в Ударском районе 6 лет, хотя уехала туда на 3 года по договору, но
понравилось. Если бы школу не закрыли, может быть, я в Сосногорский район не попала, а так как школу закрыли. И я вот переехала в Сосногорский район. Здесь меня взяли учителем русского языка, литературы, коми-языка. В свою первую специальность учителя начальных классов я уже не возвращалась. Уже после завершения университета я работаю в течение около 20 лет учителем русского языка, литературы. Когда я пошла в первый класс на свой первый урок, это было очень волнительно. Обучаясь в колледже, мы знали, что учитель должен всегда выглядеть, он должен быть в костюме, у него должна быть деловая сумка, то есть мы с пакетом на урок не ходили, после колледжа особенно. Это было выдрессировано настолько, что мы знали, как себя вести, как с родителями работать. Но у меня единственная проблема была в том, что в Удырском районе свой диалект. Я разговариваю на коми-языке, но я их не понимала. Благо, у меня муж говорил на удырском диалекте, я приходила, ему рассказывала, он мне переводил, что это означает. Вот. Но было очень волнительно. В этом классе еще были детки из детского дома, и я, наверное, как молодая, может, слишком много на себя возложила, что очень хотела, чтобы они материнское тепло почувствовали, хотя мне это было всего 20 лет, да? Но и чтобы я чему-то их могла научить. И уже на второй год на мои уроки стали приходить опытные учителя, не чтобы покритиковать, а чтобы чему-то поучиться. Но, видимо, новое дыхание, новое веяние, оно всегда интересно. Поэтому я помню все до мельчайших подробностей. В прошлом учебном году я стала победителем на республиканском конкурсе «Классный-классный». И большое спасибо я хочу выразить моим нынешним 11-классникам, которые помогли построить мне классный час. Вот, благодаря тому, что мы с ними работали в развитии их особых творческих способностей, именно их развитие личностных качеств, вот, я попыталась эту работу показать на классном часе и со стороны коллег республики получила положительные отклики о такой форме работы. Затем я была участником районного конкурса «Классный-классный» уже несколько лет назад на уровне района, тогда я второе место заняла. Участвовала в конкурсе «Учитель года» как учитель неродного коми-языка в нашем уже Сосногорском районе. Тоже тогда у меня было второе место. И на республиканском уровне участвовала тоже в конкурсе «Учитель года» как учитель коми-языка родного. До Судорского района еще была, и я была в числе лауреатов. То есть я очень люблю себя пробовать. Конечно, если когда что-то не получается, вначале приходит расстройство, а потом это повод для того, чтобы идти дальше. К большому сожалению, изучение коми-языка в школе сокращается. Я считаю, что это очень плачевно для коренного народа, потому что есть уже такой опыт, когда язык перестают изучать, но он уходит в небытие. Есть у нас мертвые языки из финно-угорской языковой группы, много таких языков уже. Но, тем не менее, в классах, где я работаю, они не изучают историю Коми-края, скажем, не литературу Республики Коми, а в классах, где я являюсь классным руководителем, они все изучают коми-язык. Получается найти подход к родителям, к детям, чтобы убедить, что язык необходимо сохранять. Вот у меня 11-классники сидят, они до 9 класса все изучали коми-язык, я у них была преподавателем. И они в коми-КВН выступали, мы с ними на коми-языке пели, коми-танцы я им ставила, с ними ставила. Целые семейные выступления у нас на конкурс мы ходили, выступали, семьи представляли. И у меня вот второй класс, мой тоже класс, 6 класс, и они тоже выбрали коми-язык. И вот буквально вчера, благодаря тому, что у нас есть этот предмет, нам пришли благодарственные письма и дипломы от депутата Государственной Думы. Когда говорят, что да, современное поколение, оно не такое, оно другое, оно интереснее. Оно интереснее, оно необычнее. Они многие знают больше нас в каком-то направлении своем специфическом, чем мы, взрослые люди. А это есть, если такое есть, это и интересно работать. Нина Николаевна, она человек серьезный во время уроков, но после уроков с ней можно поговорить как просто с человеком, а не как с учителем. Она, помимо того, что является твоим преподавателем, она также твой друг. Вообще, ко всем урокам всегда дети относятся по-разному, но если говорить про уроки Нины Николаевны, то
то тут всегда нужно быть собранным и готовым к работе, потому что если ты себя плохо чувствуешь, если ты не прочитал произведение буквально по литературе, то ты засядешь так, что потом тебе придется это все отрабатывать. Так что Нина Николаевна, она очень трепетно относится к нашим знаниям в родном языке, в литературе в буквальном смысле. Когда я училась в школе, у нас был директор школы. Линдфрида Эммануиловна, она, слава богу, все еще жива, ей больше 80 лет. Она по Мартинской школе была очень много лет директором. И она буквально недавно ушла только на пенсию. И вот, наверное, ее образ для меня во многом предопределил мои черты как педагога. Она знала всех родителей школьников, которые были в школе, это 400-500 человек. Она могла запросто, идя по улице, остановиться с любым родителем, поговорить о ее ребенке, с нами, с подростками. У нас класс очень был шебутной, но тем не менее у нас 17 человек из класса ушли в педагогику работать. То есть я считаю, что именно ее вот такой умелый подход как директора, как педагога, она могла к нам прийти и обсудить даже наши личные проблемы. То есть она не говорила, что вот я директор, а вы дети, то есть на равне с нами общалась на равных. И, наверное, думаю, что особенно сейчас современный учитель должен быть в первую очередь понимающим, должен быть интересным в своем предмете, потому что если ты знаешь меньше детей, ну, это неинтересно будет на уроках. Ты должен знать больше, чем дети. Но ты, кроме этого, должен учиться у них. То ли возраст, то ли что, но я люблю печь. Раньше не выставляла, ну, как и у каждого, наверное, человека, есть страницы в социальных сетях, да, а сейчас люблю обмениваться фотографиями своей выпечки. В выходные обязательно и пеку. Мы живем, как бы, у нас семья маленькая, у меня 2 детей, муж в основном в командировках на вахте, поэтому его практически дома не бывает. Ну и мы зовем гостей обязательно. Люблю печь много, чтобы хватило всем. Вот это люблю. Люблю читать. К сожалению, время на мою любимую литературу сейчас времени практически не хватает. У меня семья, у меня первоклассница в этом году, 1 класс пошла тоже в нашу школу, маленькая дочка. Вот поэтому мы с ней любим на велосипеде покататься. Она катается, а я рядом. Гулять любим вместе обязательно, общаться на разные темы. Все, что ей интересно. Я в этом городе живу, получается, 18 лет. Преображается, конечно, это очень хорошо, когда идет развитие города. Особенно я люблю город, наверное, осенью, потому что, когда я смотрю из класса в окно, прямо любуюсь изменением от зеленого до опалых листьев. Нравится в городе спокойная обстановка. Когда мне было предложение переехать в другой город и устроиться там на работу, я поняла, что я не смогу, потому что я не люблю шумные города. Когда я бываю в Ухте и приезжаю сюда, мне как будто бы такое облегчение, что наконец-то спокойной обстановке в своем городе. Ну, наверное, могу назвать, что он мой город. Потому что если первые годы меня из отпуска сюда особо-то не тянуло, да, а сейчас я понимаю, что да, наверное, это уже мой второй дом. Здесь уже меня ждут. Когда я иду по улицам, здоровается почти через одного человека. Либо это родитель, либо это ученик, либо это бывший ученик. И у меня маленький ребенок идет рядом со мной и говорит: мама, ты их всех знаешь? Я говорю, ну, видимо, так сложилась жизнь, что мы знакомы с ними, да, и это тоже уважение со стороны людей, это тоже приятно. Поэтому я могу назвать Снегурск уже родным городом.